Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. О чем говорят вам духи вашего рода? Какую важную, ценную, полезную, нужную информацию хотят вам именно сейчас, именно в этот момент вашей жизни сообщить, передать? Загадайте, пожалуйста, на себя, обратитесь мысленно либо вслух к духам своего рода, попросите подсказку, попросите совет. Если нужен ответ, то ответ. Вот то, в чем вы нуждаетесь. Либо просто попросите, чтобы вам открыли глаза на те вещи, которые вам не видны, либо от глаз ваших ускользают. Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая, но случайностей в жизни не бывает. И ангел-хранитель всегда знает, куда вас привести, чтобы вы получили и нужную информацию, и все ответы. Смотрите, здесь много знаков вышло и много информации. Возможно, не вся информация предназначается вам, но среди этой общей массы, я думаю, что-то свое вы точно найдете. Но вы явно не просто так. Не просто так вы зашли на это видео, либо не просто так вы еще зайдете на это видео. Смотрите, здесь мне показывают людей, которые друг от друга отвернулись. Причем отвернулись стараниями кого-то третьего. Ну вот как кто-то вклинился, и произошел разлад. Смотрите, это может быть муж с женой, это может быть парень с девушкой, это может быть родители и дети, да, вот разлад. Это могут быть коллеги, да, два человека, мужчина и женщина, вот они друг от друга отвернулись стараниями третьего. Но как бы сильно вы друг от друга не отворачивались, вам друг от друга не уйти, вы друг другу очень нужны. И прожив вот этот дурной опыт, вы скоро поймете, вы оба поймете, кто вклинился, вы поймете, кто мешал. Вы объедините свои усилия против этого третьего человека и просто вот избавитесь, изгоните из своей жизни. Дальше я вижу, что ваша дорога вместе продолжается. Причем идете вы рука за руку. Вот так вот взяли за руки и идете. Вам нужно быть вдвоем, либо вам нужно идти вдвоем. Вот эта рассорка, либо вот это охлаждение в отношениях, оно временного характера. Как пришло, так и уйдет. Еще показано, что вот эта размолвка, разногласие, оно только лишь укрепит ваши отношения. Вы больше будете друг друга ценить, больше будете доверять и лучше будете друг друга понимать. Дальше гора. Гора как будто бы вот слева, да, гора, которая вас беспокоит. Но эта гора никакого отношения к вам не имеет, либо скоро перестанет иметь отношение. Может быть, это какая-то проблема, либо проблемная ситуация, и вы опасаетесь, что вот-вот и мне придется столкнуться, вот-вот и мне придется с этим разбираться, брать на себя. Но на самом деле показано, что к вам это отношение не имеет, и ну вот как-то вы стороной пройдете, вот не придется вам за эту гору браться. То есть эта проблема не ваша, либо такой проблемы в вашей жизни точно не будет. Да? А может быть, у кого-то отыграется, что кто-то другой на себя возьмет и вас от этой горы освободит, да? Сам будет решать. Но это хороший знак, то есть бояться вам не надо. Дальше ответ на вопрос женщины. Вопрос касается мужчины, я так понимаю, да? Верен ли он? Душой он вам верен. Телом тоже верен, он вас любит, но ему трудно говорить о своей любви. Либо он сам по себе такой человек, замкнутый, закрытый, возможно, обидчивый, но либо неуверенный в себе, да, у кого-то так отыграется. Он вас любит, но он не может говорить о своих чувствах.
Либо мужчина может там специально как-то провоцировать и нагонять ей на плетень. Никого другого в сердце, в голове нет. Только лишь вы у него в сердце и в голове. Измены я здесь не вижу. Не вижу предательства и не вижу даже какого-то намека на то, чтобы с вами расстаться. Наоборот, человек очень сильно боится вас потерять. Но из-за своей неуверенности, либо из-за своих комплексов, либо, опять же, скованности не может вам об этом сказать. Знаете, как молча страдает. И вы, получается, страдаете. Ну, такой вот вам персонаж достался. Точно не изменяет. И только лишь вами интересуется. Дальше. Здесь кто-то думает о дороге. Дорога. А вы знаете, то, что вы задумали, оно вам по судьбе. Но не сейчас, либо ни одной, ни одному. Вот как-то так идет. Да? Вы либо с кем-то должны быть, и это произойдет немножко попозже. Здесь прям сама по себе дорога вам откроется. Вы сейчас ничего не можете предпринять, либо ваши попытки будут пустые. Вот когда время придет, либо у вас компаньон, например, надежный появится, тогда вам дорожка и откроется. Задумка хорошая, и вы ее точно исполните. Не сейчас, чуть попозже. Дальше. Здесь у меня кто-то что-то ищет, но найти не может. Может быть, вы какие-то вещи ищете, а может быть, вы человека ищете. То, что вы ищете, оно как будто бы с другой стороны находится. И чтобы найти, нужно посмотреть там, где вы вообще в принципе не смотрели, либо даже не предполагали смотреть, либо даже посмотреть под каким-то другим углом. Вот об этом говорят. Не там, где вы ищете, в другой стороне получается, там, либо с другой стороны, либо под другим углом. То есть там, где вы ищете, вы ничего не найдете, либо ничего не узнаете. Поменяйте ракурс поиска, да, направление поиска, тогда все случится. Вы можете найти. Кто прям очень желает, точно найдет. Кто подсказкой воспользуется, вы точно найдете. Дальше здесь мне показывают женщину, которая очень сильно страдает. И вот кажется, что внутри уже что-то сломалось. Страданиям нет конца и края. Непонятно зачем, почему, кто виноват, за что я страдаю. Смотрите, вам говорят, что ваши страдания, они прокладывают дорогу в ваше будущее. В будущее ваших детей. Вот эти страдания, они у вас какие-то вот поучительные, да, с назиданием даже идут. То есть вы чему-то учитесь в своих страданиях, вы меняетесь в своих страданиях, вы вырабатываете в себе какую-то уже невосприимчивость к страданиям. Вам кажется, что вы сломались, на самом деле нет. Это ваша броня, которой вы закрываетесь. Вижу, что этими страданиями дорога в будущее выложена. Да, ваша судьба тяжелая, но не самая плохая. И здесь вот обещанное вам счастье, как, знаете, обещанный рай. Рай на земле. Не пугайтесь, не пугайтесь. Еще при жизни вы все поймете, и жизнь ваша будет другой, однозначно другой. Сейчас как будто бы вы в чистилище находитесь, либо в преисподней, а вот эта дорожка ваших страданий вас выведет в рай. Вот именно райская жизнь. Может быть, действительно где-нибудь на райском острове, а может быть, жизнь, которая вас полностью удовлетворит, да, и жизнь, которой вы еще никогда не жили. Показано, что вы и ваши дети. Вы и ваши дети. А страдания ваши, корень страданий, он из-за рода вашего происходит. В вашем роду была какая-то женщина, которая много плохого делала. И мне идет вообще по линии вот отца она у вас выходит. Может быть, она какой-то была ведьмой, может быть, она была, не знаю, там, разлучницей, может, еще кем-то была. В общем, плохого много сделала. А вы то ли на нее похожи, то ли именно на вас отпечаталось. Поэтому и страдаете, как будто бы ее грехи закрываете. Вот как-то так, прорабатываете ее грехи. Вот так мне идет. Но вот не зря же говорят, что нельзя грешить, иначе вот дети будут расплачиваться. Вот всегда так говорят, но никто в это не верит. Все такие-то типа, да, ерунда, да. Кто там знает, что будет. На самом деле оно так очень часто бывает. Но вы добрый человек, вы человек света. Рай в жизни вам обещан. Именно в жизни, при жизни обещан. Вот, так что
Страдания ваши конечные, это показали. Вы уже очень много вас закрыли, много хвостов обрубили. Осталось там буквально совсем ничего. Да вы и сами это чувствуете. Чувствуете, правильно? Чувствуете. Дальше. Показывают момент, когда вам пытаются глаза открыть, а вы, наоборот, их закрываете, либо там усиленно щурите, чтобы глаза не открыть. Какого-то человека вам хотят показать. Показать истинную суть, истинное лицо, а вы как будто бы видеть не хотите. Но вас-то можно понять, вы не хотите разочаровываться, вы не хотите опять болезненные ощущения испытывать. Но с другой стороны, духи рода предупреждают, что этот человек прям очень такой ненадежный, и это мягко сказано ненадежный. От этого человека что угодно можно ждать. Этот человек на что угодно способен. У человека нет души, либо душа какая-то прям такая мелкая, мелочная и практически, да, одно название, да, ничего там по факту нет. Пытаются вам открыть глаза, уже и так показывали, и так показывают, а вы все ищете оправдание, либо вы все надеетесь на лучшее. На что лучше? Пока этот человек прям гадость какую-то прям под носом у вас делает, либо с вами что-то сделает, на это надеетесь. Пожалуйста, прислушайтесь, присмотритесь к тем знакам, которые вам посылают. Человек просто, не могу я эти слова говорить, которые идут из потока, но, в общем, ужасный человек, опасный, ужасный человек, а надо присмотреться, не щурьтесь, не закрывайте глаза, просто посмотрите. Здесь о важном речь идет, о вашем здоровье, о вашем будущем, о ваших близких людях, потому что навредить могут не только вам, но и всем вашим близким, родным, любимым людям. Дальше женщина, которая мужчину за собой то ли таскала, то ли волоком волочила. То есть мужчина, я так понимаю, то ли пьющий, то ли никудышний, такой, знаете, может, абьюзер, либо лентяй, может, еще плюс и алкаш. И вы все никак не могли его бросить. Вам все казалось, что, Господи, он же пропадет, да? И как этот чемодан без ручки волоком за собой тащили, намучились, прям даже надорвались в какой-то степени. Для вас хорошие новости, девочки. Этот мужчина, он еще на ножки встанет. Этот мужчина еще приобретет свою форму, лучшую форму. Здесь я вижу, что у мужчины какой-то прям момент, как будто бы комета летит. Может, он большое наследство получит. Может быть, он действительно вылечится от какой-то зависимости. Может быть, он наконец-таки в себя поверит. Смотрите, вижу, что вы его волоком таскали за собой. Прям тяжело вам приходилось, надрывались. А он вас на руках будет носить за это. То есть все то доброе, хорошее, что вы для него сделали, он никогда вам не забудет. Он будет до конца своих дней вас благодарить. Тем более я вижу, что есть чем благодарить. Либо будет чем благодарить. Поэтому те, кто плакали, те утешатся, те смеяться будут. Вот, улыбаться, смеяться, да, хорошее настроение. Потому что он вас, видите, на руках носит. На руках благодарит. Благодарит, оплачивает перед вами свой безразмерный долг. Вот так мне идет. То есть вы не пожалеете, что вы его так и не бросили. Возможно, да, ваша интуиция не давала вам его бросить. Вот. Вы чувствовали, что мужчина когда-нибудь выстрелит, но не может же он всю жизнь быть таким. Хороший знак на самом деле. Также этот знак может быть для тех, у кого, например, ребенок больной. Да, ребенок, с которым вы прям намучились. Хотя, конечно, так говорить нельзя, но вот прям ночей не досыпала, все больницы обижала, всех специалистов обошла, там, на руках таскала, да, тяжело прям пришлось. Ребенок вырастет, либо перерастет, либо обуздает эту болезнь и еще очень здорово станет на ноги и вас на руках будет носить, да, в благодарность за то, что вы для него сделали. То есть не зря вы не отказывались, да, не зря вы надеялись и верили. То есть это все оправдается. Так, а вот здесь мне показан мужчина, очень красивый мужчина. Какая-то у него незабываемая внешность. Мужчина. Он прекрасен как и внешне, так и внутри. И еще вот какая-то разница между вами есть. Вы то ли разных национальностей, то ли разных культур, религий, вот прям как вы разные, как из двух разных миров. Я вижу, что этот мужчина за вами приедет. Знаете, хочется сказать, заморский принц. Почему-то такое слово идет. Вот он за вами приедет. Причем приедет, и отказ он ваш не примет. Он вас с собой будет куда-то забирать.
как на новую землю, в новые места, туда, где вы раньше не бывали. Он вам не только свое сердце подарит, но и новую жизнь подарит. Мужчина. Что-то возраст какой-то у него. То ли он младше вас, то ли он душой настолько молод, что прям кажется, что он совсем молодой. Вот какая-то еще разница дополнительная есть. То, что вас, например, может очень сильно смущать. Но вот показано, что он за вами приедет. Приедет и себя отдает, и новую жизнь вам дарит. Откуда-то приедет. Разные миры. Ну, хороший на самом деле знак. Да? Скорее всего, иностранец. И, скорее всего, вас увезет к себе на родину, и там вы уже другой жизнью заживете. Так, аист. Здесь аист вам как будто бы что-то дает. Это, понимаю, ребеночка дает. Кому-то ребеночка аист даст. Может быть, у вас проблемы с деторождением, либо у кого-то из ваших родственников, близких, да, и вы очень переживаете. Здесь именно, видите, в крылышках кого-то держит, дает, как ребеночка дает. Ребеночек будет. Кстати, мои хорошие, здесь не только про вашу возможность рожать, да, либо возможность рожать кого-то из ваших близких. Здесь еще может отыграться как суррогатное материнство, потому что дает, да, в крыльях несет и дает. И также может отыграться усыновление. Но это будет, оно с левой стороны. Вот в момент, когда вы не ждете, либо когда уже потеряете надежду, именно это и произойдет. Ну и также, как бы, да, и сами можете еще родить. Ну, слева. Вот уже верить не будете, либо разочаруетесь, либо махнете рукой. Именно в этот момент произойдет. Так, и еще показаны слезы ваших врагов. А ваши враги уже плачут. Можете верить, можете не верить, но уже плачет, уже слезы льют. И этих слез будет становиться все больше и больше. Ну, либо кто-то уже серьезный, вот, кто больше всего перед вами виноват, он уже, либо она уже плачет, а дальше все больше и больше людей, которые вас обижали, тоже будут плакать. Как будто бы возвращается, им возвращаются ваши слезы, каждому вернутся. Вот все, из-за кого вы плакали, вот именно из-за обид, из-за преследований, либо из-за какого-то ужасного обращения с вами, недостойного обращения, вот эти все люди, они будут отвечать, они тоже будут плакать, причем плакать гораздо и дольше, и больше, чем вы. Как возмездие, как все возвращается. Вы об этом должны знать. Вы лучше это заранее предупреждайте тех, кто пытается вас обидеть. Так и говорите, не стесняйтесь, что ты меня сейчас обидишь, а потом будешь очень долго плакать и много плакать. Но это правда. Вот за вас вот обратка идет. У кого-то мгновенно приходит, у кого-то через время. Вот у каждого свое. И сейчас я тоже должна вам объяснить, почему обратки не работают максимально быстро. Почему время должно пройти. Обратка максимально быстро работает только тогда, когда человеку, вашему врагу, есть что терять. Вот если человеку нечего терять, ну что с него взять? Что не сделай, все равно человек скажет, типа у меня ничего нет. Вот. А когда, например, там человек любит, да, когда человек счастлив, когда у человека есть деньги, когда у человека там, знаете, мечта исполнилась. И вот тут как бы, да, приходит обратка, она все это отбирает. И тогда человеку максимально больно. В этом и есть смысл обратки, да, чтобы сделать максимально больно. Поэтому не спешите расстраиваться, если ваши враги сейчас не познали своего наказания. Но здесь ждут. Вот мне идет, что ждут, пока эти люди, они прям будут максимально счастливы, либо максимально у них там в жизни все шоколадно будет, да, чтобы отобрать, забрать и обрушить возмездие. Вот поэтому не приходит так моментально. Ну, а когда моментально приходит, значит, человеку есть что терять, есть чем расплатиться. Вот так вот, мои хорошие. Здесь особая мудрость небес. Смотрите, какой-то домик маленький показали. Маленький домик с правой стороны. Не обращайте внимания на то, что маленький. Главное, что это домик, главное, что это жилье. Смотрите, здесь еще знак рыб. Деньги будут на дом, либо на квартиру, на свое, да, то есть вы сможете приобрести.
Либо вы, может быть, что-то хотите продать, и у вас не получается. Но тогда здесь верный знак того, что деньги будут за дом, за квартиру, за то, что вы хотите продать. Еще, кстати, такими знаками наследство часто показывают. Что-то унаследовать, его монетизировать и приобрести на эти деньги уже что-то вот прям хорошее под себя. Вот деньги, деньги. Здесь вот дом, деньги. Так идет. Дальше. Показана ваша реализация. Показано, что вы себя будете реализовывать в двух каких-то разных, совершенно разных направлениях, которые никак друг с другом не пересекаются. Как будто бы у вас одно как призвание мирское, другое духовное. Как два призвания, две разных. Может быть, знаете, вы будете где-то работать в офисе, и при этом вы будете, например, дома какие-то шедевры там создавать, что-то прекрасное творить. Ну, либо вы будете там работать по специальности, либо свой бизнес вести, и тут же вы будете, например, там какую-то практику осуществлять, да, то, чтобы для души, как два пути. И, кстати, второе вам денег приносит больше, чем первое. Вот так показано. Дальше показано, что какие-то документы вам долго ждать придется. Документ, документы, это может быть что угодно, но придется долго ждать. Дольше, чем вы, например, рассчитываете, либо дольше, чем себе сейчас представляете. Но эти документы, они будут, в них будет прописано ваше имя, либо они будут оформлены на ваше имя. Об этом вас предупреждают. Иногда нужно подождать, иногда нет каких-то особых условий, чтобы можно было ускорить процесс. Но документ точно будет. Дальше кто-то за ребенка переживает. Ребенок то ли с правильного пути сбился, то ли, может быть, за личное переживаете. Да? Вот своей жизнью не живете, переживаете за ребенка. Смотрите, для вас, во-первых, показано, что ваша жизнь, она у вас выйдет на первый план. А что касается вашего ребенка, то здесь как обещание, что ваши самые смелые мечты в отношении вашего ребенка, они прям исполнятся. Даже лучше исполнятся, чем вы мечтали. Да, но кто-то мечтает, чтобы там дочка удачно замуж вышла, кто-то мечтает, чтобы сын там университет закончил, там работал, карьеру бы себе сделал. Вот ваши яркие мечты, и еще поставьте к ним там, не знаю, плюсик, либо звездочку. Вот именно в таком ключе исполнится. Ну и показано, что вы свою жизнь будете жить. То, чего вы сами себя в сегодняшнем моменте, наверное, ради своих детей лишили. Да, может быть, все силы бросили на то, чтобы ребенка растить. Вы тоже личной жизнью будете жить, да? У вас своя отдельная жизнь. Причем тоже очень счастливая, довольная. Дальше, мои хорошие. Какую-то женщину вы в плохом подозреваете. В плохом подозрение, да, подозрение есть. Здесь духи рода говорят, что эта женщина, она не та, либо не ту подозреваете, не на ту подумали. Эта женщина, она, возможно, не самый приятный человек в мире, но, тем не менее, она не делала то, в чем вы ее подозреваете. Почему вы стали подозревать? Наверное, скорее всего, из-за того, что она себя, может, как-то ведет, вызывающе, либо агрессивно, да, может себя вести. Из-за этого вы стали подозревать. Показывают, что настоящий враг вам всегда улыбается. То есть не с каменным лицом, а именно улыбается. Вот на этого человека надо думать. Либо таких людей опасаться, да, кто постоянно вам улыбается. То есть есть что скрывать, и есть и намерение, и желание носить эту улыбчивую маску. А та женщина, о которой вы думаете, она перед вами ни в чем и ничем не виновата. Разве что у нее дурное воспитание, да, либо дурные манеры. Это единственная ее вина. Так что не грешите, дурное про нее не думайте. Так, вот здесь у меня мужчина показан. Мужчина, который птицу лечит. Птица. Но я так понимаю, что птица — это женщина, а мужчина, который ее лечит, он ее не только спаситель, но он еще и будет этой птице служить. Какой-то мужчина вам будет помогать. Потом у вас с этим мужчиной очень теплые и добрые отношения завяжутся. Здесь мужчина
с особой миссией, да, вам помочь, либо мужчина должен по жизни вам служить. В трудную минуту вам встретится этот мужчина. Вы сразу поймете, о ком речь шла. Помощник мужчина. И еще что-то у вас ничего не растет, либо то, чем вы занимаетесь, не дает никаких результатов, да, плодов не дает. Не растет, плодов не дает. Слишком много говорите о своих делах, слишком много людей знают о том, чем вы занимаетесь, либо хотите заниматься. Чужие глаза выжигают вашу землю, поэтому ничего не растет. Вот как научитесь язык за зубами держать, вот тогда у вас все и вырастет. А до этого момента нет. Поймите, когда вы что-то хотите начать, вам нельзя об этом говорить. Нельзя говорить не только чужим, но и своим. Потому что чужие могут ляпать, что попало. Да? Там кто-то захочет вами похвастаться. Ой, какая у меня дочь умная. Либо ой, какой у меня сын замечательный, умный. Вот. А люди всякие, понимаете? Всякие. И не все добрые, не все хорошие, не у всех глаза чистые. Вот поэтому и происходит такое. Проблема не в том, что вы делаете, а проблема в том, что вы говорите. Очень многие люди это игнорируют, а потом обижаются на судьбу, что вот, не везет, ничего не получается, ничего в жизни нет, пустота. Меньше болтайте, и все у вас наладится. Дальше. Вот здесь очень странный знак, но это как-то связано с вашим здоровьем, с вашей внешностью. Вы что-то делаете, что очень плохо и губительно отражается не только на внешности, но и на здоровье. И говорят, как только вы перестанете это делать, то вы прям на глазах омолодитесь, поменяетесь, и здоровье у вас окрепнет, и как бы никаких проблем внешних, ни внутренних не останется. Как будто бы очень быстро регенерировать начнете. Я не могу сказать, что конкретно вы делаете, потому что вы все разные. Но я думаю, вы должны понять, да? Каждый из вас понимает, что он делает губительное для себя. Ну, например, кто-то выпивает, да? А у вас там, например, давление, либо у вас розоцея, да, вам нельзя, категорически нельзя. Кто-то из вас курит, да? И вот эти все смолы, они влияют, сколько бы вы там крема не накладывали, какого бы дорогого крема не накладывали, там всякие ботоксы, шмотоксы, он так не работает, да. Само по себе кожа тускнеет, как бы необратимые процессы начинают происходить, ну, понимаете, да. Кто-то из вас там злоупотребляет какой-то вредной, неполезной едой, пустой едой, да, мусорной едой. Но не в плане, что вы с мусора берете, а в плане того, что она засоряет ваш организм, да, вот там шлаки и все прочее. То есть вы каждый сам себе судья, вы каждый знаете, что вы делаете, что делать нельзя, да, что губительно на вас влияет. И вот если вы перестанете это делать, то вы очень преобразитесь и внешне, и внутренне. Об этом вам говорят. То есть, возможно, вы еще молоды, либо вы, наоборот, уже на себя рукой махнули и думаете, что это не так работает. На самом деле именно так. То есть хотите быть здоровеньким и молодым, прекратите делать то, что делаете. То, что вас губит. Да? Губит в прямом смысле слова. Об этом речь идет. Но опять же, понимайте, что это грех на самом деле. Да? Сознательно себя губить – это грех. Вот. То есть тут как бы палка о двух концах. И на кону достаточно много поставлено. Понятно, что привычки, желания, как бы это все имеет место быть. Но с другой стороны, надо бороться за свое прекрасное будущее, бороться за свое здоровье и за свой прекрасный лучезарный внешний вид. По крайней мере, духи рода обеспокоены. И вам такое вот прям пожелание передают. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.